Всем привет, ребята! Сегодня 8 число, 8 августа, сейчас 6 часов утра. У нас пасмурно, пиздец погода, блин. Вообще жесть. Это уже осень, считай. Это будем считать, что уже осень. Попрошу небольшое извинение у своих подписчиков, что не выходит видео с походов, с больших походов на избу. Поймите меня правильно, у меня нет сейчас времени, ничего не успеваю, свои дела. Дай погода вон как. Вчера единственный день был более-менее солнечный, солнце выглядывало. Сейчас еще поснимаю на своем дворе, что, как, что происходит. В общем, в Коми республике сейчас пока дождливо, сыро, неприятная погода. Смотрите, у меня УАЗик тут стоит, БТР мой. Картошка фитофторой заболела. Идеал. Имею в виду идеал. Там Аврора. Чуть позже покажу тоже. Здесь, как и ранее в фильмах говорил, что будет у меня ремонт в этом помещении. Вот здесь. Я уже начал. Вчера, позавчера этим занимался. Пол убрал, все это. И тут, вот смотрите, вон тулан там, фуаспач. Вот тут нижние венцы тоже уже я снял. Обшивка вся в этом плесени. Вот так выглядит моя работа вчерашняя. Плесень по обшивке уже поднимается выше. Этот венец уже тоже, придется мне снутри разобрать обшивку и обработать стену с внутренней стороны. Там не гнилое, а просто плесень пошла. А здесь это гниль я убрал. Вот такой фундамент, обычный цемент, коробка. И тут смотрите, вот также первое бревно вообще гнилое, придется там оттуда вытащить это бревно. А второе бревно нормально. Я там замок сделаю и даже не буду это бревно в чурку убирать. А плесень, вон, смотрите, плесень идет. Все это гнилье. Вон. Через рейку пошла плесень, и там сверху. Сейчас покажу. Вон плесень. Вот это зараза, блин. Вон. Вот она. И как назло, блин, погода сырая. Была бы еще погода нормальная, чтобы все подсохло. Нет, в этом году все против человека, ком народа идет. И опять уже дождь начинается. Свалки нету, приходится все сжечь. Сжигаю тут. 2 суток уже у меня тут костер горит. Немножко потухло, видно. Угли должны быть еще. Фу. Да, фу-фу-фу. Сейчас разгорится там. Смотрите, какой ветер опять. Ветер поднимается и с дождем идет. Ветер. Сейчас расколоть все это дело. Сейчас еще 2 слова. Тут у меня бревна эти нормально вот с плесенью. Но более-менее это дрова еще как-нибудь. В дом, конечно, заносить не буду такие дрова.
с плесенью там. А тут у меня вот в таком виде пол был. Вот. Это считается пол такой. Плесень до такой степени все сожрал доски. О, мама какая. Я начинал снимать всю работу. Так, ребят, смотрите, что у меня творится. В многих видео я уже говорил, что здесь я буду нижние венцы менять. Твою девичью, блядь. Разобрал пол. Короче, ДВП у меня был постелен, а на ДВП линолеум. И под линолеум вот такая картина у меня. Вот такая картина. Короче, все уже здесь убрал. И спилил, ну, чтобы эти доски вынести отсюда. Вроде там поддувало 2 штуки с этой стороны, с южной стороны также. Не помогает ничего от плесени. До такой степени уже все сгнило. Кошмар. Утеплитель Урса по углам еще ложил. Вот такая картина. Короче, моя задача сейчас разобрать весь этот пол, гнилье вынести. Более-менее доски я спилю. Вот эти вроде на вид хорошие, свежие. Тоже на дрова спилю еще. Там тоже вот гниль. Круговую пошел. Короче, эти доски тоже на дрова пойдут. А это в костер. Вывести не знаю, куда-то удастся, нет, потому что нету у нас свалки. Свалку убрали. И нижние венцы там посмотреть. Сколько там придется, может еще и гипсокартон еще придется мне разобрать. Где-то полметра. Вот такие чурки получаются у нас. Свежие, хорошие доски. Они не нужны нам. Все на дрова пойдут. И тут яма какая-то интересная. Прям проваливаюсь. Главное, чтобы там гнилье было. Бревно, может, сгнило. Ну, тут поленница была. И вроде, может, стойка или еще что. Сгнили там. Или же плесень тоже оттуда идет как-то. Ой, блин. Вон. Тут еще свежие, вон, что творится. Все надо обработать. Бревна поменять. Лаги тоже. Так, самое главное, чтобы выше этого бревна не пошло. Потому что там уже у меня дверь на том бревне. Это полный капец. Утеплители, блядь. Там у меня пена, может пена. Пена боится, может плесень не пропустила. О, запах воняет. Ну, это я утеплял, в общем, это здесь. Да. Сейчас у меня сын это вынесет, мешается. И там дальше свежие доски тоже на дрова спилю. И на этом, наверное, сегодня закончу. Завтра уже с утра. Сегодня под вечер начал заниматься вам. Смотрите. Вот это плесень называется, как бумага. Высохла, конечно, правда, за лето. Потому что круговую, вон там окна, здесь, тут проветривается. Тук-тук, короче, сделал Олег. И что-то я не продумал.
Заранее надо было эти окошечки сделать. Не было бы этой беды. Больше, наверное, снимать не буду. Просто, время отнимает. А я, если работаю, то уже работаю. Я не отвлекаюсь. Я мощно работаю и делаю свое дело. А когда ты снимаешь, отвлекает эта вся съемка. Конечно, многие тоже просят свою быт, жизнь свою снимать, но дальше, наверное, работу эту снимать не буду. Если более-менее погода будет, я быстренько, ребята, это все соберу, и чтобы не заморачиваться. Вот опять уже моросит. Хотел сегодня за грибами сейчас ходить, но какой толк, наверное, идти. Да и грибов не очень-то и много. Разгорается, сейчас добавлю еще дрова и... Свалки нету, ребята. Свалки нету в деревне. Некуда возить. Вот это гнилье. И вот жизнь пошла. Свое гнилье некуда девать, а с Москвы еще возят в нашу сторону. Да. Ну да ладно. Ну что тут у нас? Мангал. Сейчас мы шашлык тоже недавно делали. Немножко показал, поснимал. Тоже сырой. Колодца нету. Это тоже вы видели, немножко поснимал. Сейчас пьем отсюда воду. Вот такая нехитрая система у нас. Там обратный клапан стоит. Воду сюда набираем с скважины, а там уже дальше идет. Там у меня станция дома. А это уровень, ну, чтобы примерно знать, что вода в бочке закончилась или нет. Вот. Даже собака Тулан сегодня не лает. Сейчас все-таки, наверное, закину я пару дровишек. О, уже загорелась. Разгорелась. Сейчас. Вроде и нормально. Вот такие, скажем, можно на дрова. Но я буду сжигать. С плесенью я в дом заносить такие полена не буду. Так, одной рукой, конечно, снимать и колоть тоже неудобно, но по-быстрому я... Так. Сейчас загорится. Загорится и уже добавлять буду. Фу. Остальное. С ветром нормально потом горит. Тяга будет в бочке. Так. Ну это цемент у меня. Фундамент тоже. Вот пола там лаги на нем держится. Так. Второе, что я хотел рассказать, это про огород. Картошка. Вот это сорт идеал. Ну, небольшой участок. Я вообще идеал не хотел уже сажать, но жена просит, чтобы хоть немножко на идеал, чтобы был. Почему я не хочу уже сажать? Картошка хорошая, вкусная, она капризная, погоду не выдерживает нашу сейчас. Смотрите, погода. Западный ветер. Ну, этот участок, не знаю, сколько будет тут картошки, но через полмесяца, наверное, уже люди начнут уже убирать. Здесь более-менее у нас почва
сухая, песок. А глинистая почва там вообще жесть, говорят. Вчера односельчанка тоже мне рассказала, говорит, копнули, а там пюре. Земля вообще, вода. Вот. Мы уже тут пробовали картошку. Урожай будет, в принципе, должно быть. Главное, чтобы перестал дождь идти. У бурильщиков все еще у нас водолей тут лежит, уже заросло в траве. А тут у нас уже получается Аврора огорода. Аврора более-менее выдерживает наш климат, более устойчивый. Тут тоже копались, пробовали картошку. Фитофтора еще, как сказать, не прицепилась. Фитофторы пока нету. А рябина уже скоро будет краснеть, уже начинает, в принципе, краснеет уже. И выпадают. Тоже нехорошо. И как ни странно, у меня тут еще калина растет. И хотел уже, думаю, калину я, не ожидал, но у меня первый урожай калины будет. Это для охоты, ягоды калины. Кто охотник, тот понимает. Для охоты он нужен. А там малина еще, вон сколько висит. А раньше в этих кустах ничего не было. В этом году 2-3 этих кисточки, или как там, кисточки, наверное, уже есть. Может, в следующем году больше будет. Ну да, я более-менее, Аврора более-менее там терпеть можно. У Кузьмича, наверное, я как смотрю, идеал там. Вон видно, ботва уже все, хана. Кузьмич на юге, между прочим, гуляет. Вот такие старики у нас, соседи. Не прогадали, на юг уехали, отдыхают. А мы тут мерзнем, печку топим. 8 августа. Скважину еще ничего я не делал. Пьем воду из скважины. Сейчас еще покажу на вид, какая вода. Как парник уберу, я все это дело докончу там. Утеплить надо, провести в дом трубу. Это в сентябре. Сейчас включу еще насос, посмотрим, какая вода. Ну вот. Дело-то разгорелось. Там угли еще были. О, какой пламя. Вот такие дела. Это надо сжечь. Плесень надо сжигать. Эту заразу. Ни в коем случае дом не надо заносить. С дровами проблем нету пока в селе. Горбыли там пачками стоят. Лишь бы увозли. Лепешка у коровы. Вот так. Вот в таком состоянии был мой пол. Так, много не буду кидать, потому что ветрено. Так, сейчас покажу я, ребят. Мне не жалко. Все времянка сделал тут временно. Так, вон какой-то.
Видите, как слеза вода. Надеюсь, видно. Так, ребят. Вот теперь смотрите, какая вода. Сейчас у меня стоит глубинный насос. Ну, сейчас вода холодная, ледяная, инеем покрывается. Короче, во. Вода как слеза, как спирт. Как, я не знаю, как еще сравнить. Идеальная вода. Скважина 16 метров пробурили. Многие тоже спрашивают, сколько метров. Пробурили 16 метров. Ну там я измерил веревку 15 метров. Одна до верховья. И взяли деньги за 15 метров. Вода как слеза. Моемся, варим, парим, стираем этой водой. В скважине 90 литров. Больше ну, никак не получается. 90 литров воды. Без запаха, без ничего. Можно сырым пить. На вкус тоже ничего не скажу. Ну, не чувствую я ничего. Короче, одни плюсы. Но не там-то было, ребят. Есть и минус. Проверять эту воду я не стал пока. Ну, анализы там. Какая вода. Короче, в чайник заливаешь воду. В чайнике все прозрачно, чисто. Вода закипает. После кипения прокипелось чайник, закипел. Выключается чайник. И чай перестает кипеть, и она чуть-чуть когда, я не знаю, цвет какой-то вот, как будто туда капнули какую-то капельку молока. Вот такой цвет. Проходит 5 минут, вода становится прозрачной в чайнике. В чайнике прозрачной. И на дне чайника чуть-чуть, как будто вот на кончике ложки засыпали туда соль. Такой осадок получается. А сверху на воде, в чайнике, получается как будто там пылинки, сухая пылинка плавает. Я не знаю чего. Много говорят, что это известь. Может быть, но я не знаю. Вот такой минус в этой воде. У меня в колодце такого не было. Все время чистый, прозрачный, кипятишь там, никакой мути нету, никакой осадки нету. А здесь такая беда. В баню тоже, вот у меня в баню я таскаю, все прозрачно чисто. В баню затапливаешь, вода тоже там кипит, моешься, ничего не чувствуешь. Чуть-чуть как будто запах, я не знаю, какой-то странный запах есть. Но не знаю, что за запах. Я не знаю, с чем сравнить этот запах. Воды, я имею в виду. Но на следующий день, вот сейчас я если схожу в баню, там у меня осадок на бачке, на дне. Короче, после кипячения от вода получается с осадком. Вот такой минус. А так, вода идеальная. Чистая, как спирт. Неделю вот так я поставил холодную воду в банку. В неделю мне простояло, никакого осадка нету.
на дне вот какая-то черные, ну, коричневые пятнышко появились. На неделю простояла вода. Также поставил кипяченую воду. Кипяченую воду в банку поставил, неделю продержал. Тоже чуть-чуть какой-то осадок, я не знаю, получился и все. Ну, еще хочу взять какой-то этот кувшин с фильтр. И может этой мути не будет на дне. Я имею в виду, ну не муть, а вот какая-то вот как будто соль там плавает. Вот. Чуть-чуть суховатый соль. А сболтаешь там уже на дне, когда вода в чайник вот столько, ты болтаешь, и она растворяется. Ну, все, это уже не исправить. Как мне бурлишик сказал, может через 2 года даже вода поменяться там. Ну, всякое может быть. Поживем, увидим. Как мне в комментариях написали, там самое главное, вода есть, а там уже фильтры подберем. Будем надеяться, что на организм не будет влиять. Ну, в комментариях также напишите вот про этот осадок. Что, как избежать, какой фильтр лучше. Дорогие большие фильтры я брать не буду. В принципе, нормально. И кувшин, если кувшин у соседей, там кувшин тоже стоит. Через кувшин этот пьют эту воду через этот фильтр. Вот такие новости у меня на данный день. 8 августа. Вот. Пасмурно, холодно. Мерзкая погода, я бушлатина. Если увидите в фильмах, что я в футболке, значит на улице тепло. А сейчас прохладно. Вот так. Пока, походу, не получается. И мне надо с этим ремонтом разобраться. Погоды нету. Хотел, чтобы бревна там подсохли, а вон как все выходит. Какой там высохнет там каждый день дожди. Вороны прилетели. Все, ребята. Спасибо, что со мной вы, ребята. Что смотрите. Не знаю, может, если решусь, может, сегодня за грибами еще сбегаю. И есть что сказать, но оставим на следующий раз. Все. Всем пока и удачи. Мне костер горит. Никогда не думал, что я буду в бочке мусор сжигать. А приходится. Свалки нету. Вот жизнь пошла.